У чеченцев в крови или же где-то на генном уровне есть какая-то общенациональная черта – стремиться быть впереди планеты всей. И как ни странно, нам это удается порой. То, что чеченцы лучшие в мире воины, вообще сомнению не подвергается, это все знают. То, что у нас лучшие в мире обычаи и самые красивые девушки, самые злые волки в лесу и самый древний язык знаем только мы сами, все остальные пока пребывают только во временном неведении. Вполне может так случиться, что в ближайшее время Чеченская республика в целом, а все чеченцы в частности, смогут в очередной раз стать самыми-самыми. И опять же во всем мире. Области, по мнению мирового сообщества, до сих пор мало свойственны чеченцам. А именно, чеченский писатель Канта Ибрагимов выдвинут инициативной группой на соискание Нобелевской премии в области литературы. Меня в этом году выдвинул на Нобелевскую премию коллектив писателей чеченских. Это народные писатели Абдуллаев Лечи, Бексултанов Муса и Яйричев Умар. Они выдвинули один роман «Детский мир». Имя Канта Ибрагимова стало широко известным в самом конце 90-х, когда в свет вышли его первые романы «Седой Кавказ» и «Учитель истории». Последовавший за ними «Прошедшие войны» стал поистине бестселлером и принес писателю всенародную славу и признание в академических кругах. Именно за него он был в первый раз номинирован на Нобелевскую премию в 2003 году. Тогда он ее не получил, но получил другую, тоже весьма почетную, Государственную премию России из рук президента России. Отрадно, что имя чеченского писателя становится в один ряд с такими выдающимися мастерами пера и слова, как Бернард Шоу и Томас Манн, Габриэль Гарсия Маркес и Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер и Рабиндранат Тагор, Пабло Неруда и Михаил Шолохов. Все они в разные годы стали лауреатами Нобелевской премии. Только 5 россиян становились лауреатами премии за ее более чем столетнюю историю. Вот их имена: Иван Бунин, Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Михаил Шолохов. 4 из 5 русских писателей, ставших лауреатами, за исключением Шолохова, так или иначе находились в конфликте с советской властью. Иван Бунин и Иосиф Бродский были эмигрантами, Солженицын был диссидентом, Пастернак получил премию за роман, опубликованный за границей. Канта Ибрагимов отличается от них еще и тем, что это первый представитель нетитульной национальности и вообще с Кавказа, настолько близкий к званию лауреата. Я уверен в том, что все, кто прочитал роман «Прошедшие войны», с радостью примут это известие и признают, что Канта Ибрагимов заслуживает эту награду. Совсем недавно вышла в свет новая книга Канты «Дом проблем», но он уже вовсю работает над следующим романом. Как он сам подчеркивает, в этом деле у него немало прекрасных помощников и товарищей. Это главный научный сотрудник Российской академии наук, и он рано работает на Мадина Шахбиева. Она колоссальную работу проводила вот в этом плане именно. Она помогает мне, она меня просто вдохновила на этот труд, заставила меня. Она заставила, пиши. Я работал в другой в теме, над другим романом. Но вот эта идея, именно идея Петра Захарова, его жизнь короткая, тяжелая, это единственный человек, который остался живых из села Дады-Юр, понимаете? И вот и каких высот он добился в молодом. Это первый академик из чеченцев, который 27 лет стал академиком. И когда он первый раз поступил в академию, а он как пленный проходит акт, и там надо было представить документ, акт о происхождении. Вообще в академию не брали инородцев и не брали крепостных. И ему как принести акт о происхождении. И что он делает? Он рисует свой юношеский автопортрет, и на этом автопортрете он с тростью, он во фраке, он дэнди, понимаешь, какой вызов. Это вызов такой, чистый. Он, вот я кто-то, вот акт мой. И поставил в полный рост свой автопортрет. Они посмотрели, вот это да, талант. Надо взять. Писатели добиваются успеха и признания в первую очередь в силу того, что умеют облекать мысли в слова, самобытные и правильные. Комментировать их слова все равно, что пытаться напеть переливы соловья. Накануне выхода программы Канта Хамзатович побывал в нашей редакции, где мы довольно долго пробеседовали. И вот что думает Канта Ибрагимов. Мы после этих двух войн, война — это цивилизация, прогресс всегда. Или народ уничтожается полностью, или если он войну выживает, то он уже это другой народ. Сегодня зайти в магазин, купить книгу Авторханова прекрасно. В Москве можно, здесь, допустим, я не знаю, можно или нет.
Это надо, чтобы новое поколение, молодое поколение, чтобы не читая, надо это надо поощрять и надо пропагандировать. Да, ведь любой мультфильм, допустим, вот в интернете, его никто никогда не смотрел бы ни один ребенок, но там рекламируют, так-то вкладывают деньги, теряют время. Это стратегия народа, нации. Для того существует правительство, парламент, правительство, которое мы выбираем, назначаем. Не для того, чтобы там распределять деньги, раскидывать там, а для того, чтобы народу создать прекрасные условия для развития и жизни. Нам повезло, что наш президент молодой, энергичный, а молодые люди, у них всегда поиск нового, прогрессивного. И в этом плане, вот даже по сравнению с соседними регионами, вот столько у нас было трагических лет, когда мы, казалось, отстали навсегда и бесповоротно. И вот прошло короткий период времени, мы, я не могу сказать, что кого-то обогнали там и бежим впереди всех, но сегодня поехать из города Грозного, допустим, в соседний город, и ты смотришь, что как были колхозы, так они остались в своем там. Я помню время, когда я приезжал, допустим, даже в Хасавюрт, и я думал, когда мы станем вот такими, как Хасавюрт, допустим, или Кизилюрт даже хотя бы. Вот живут мирно люди. Я завидовал им. Или Беслан, там, или Нальчик. А сегодня эти города, вот здесь жизнь кипит, бурлит, развивается. И слава Богу, и мне кажется, все, сказать, что все прекрасно, это неправда, и это никогда не было, нет и не будет нигде. Но то, что процесс однозначно позитивный, это факт. Чтобы идти вперед, только одно. Другого. Это только знание и молодое подрастающее поколение. Грамотное поколение. Поколение, которое образовано, которое здорово. Вот и морально и физически. Потом аспирантура, докторантура. Но я по сегодняшний день, каждый день я учусь. И чем больше я учусь, тем больше я понимаю, как мало я знаю. Я ничего не знаю. Но это в романе я хочу все преподнести, доказать, показать. Вот как один человек из села остался. Ну, кто он такой. И он боролся за свой народ, за себя, за свое село до конца. Именно таким образом. Вот именно вот это, вот чеченец, вот это, именно таким вот, да, рисуя портреты, доказав, что он может. И мы должны все вот именно этим, не автоматом там примитивно, это очень примитивно. Когда говорят, что народ воин, это провокация. Да. Это провокация. Какой вот сегодня на Луну летает? Воин, значит, надо воевать. Да, значит, пушечное мясо. Народ это созидатель, цивилизация, потому что Бог нам дал, Аллах нам дал не меч, там, не другой, не меч, не щит, там. Он нам дал Коран, книгу. И сказал, читай, учись и развивайся. Да, и создавай новые книги, пиши. А вообще литература это кладезь, арсенал знаний. Ленин еще сказал, если не хотите работать, создавайте комиссии. На не комиссии, надо творить романы, фильмы, книги, надо преподавать, это огромная работа. И вообще для молодежи только один фактор. А дицрах это все только твое поведение. Вот как ты ведешь себя, так они будут вести себя. Хохули, если старшее поколение, уже мое поколение, ведет себя достойно, правильно, как положено, то они будут бросать пример. Другого нет, не было и не будет. Как бы там ни говорили, что ангажировано, что политизировано, это неправда. Есть все лауреаты Нобелевской премии в области литературы, они были прекрасными литераторами прежде всего. А потом уже остальные дела. Канта Ибрагимов, пожелав тебе признания Нобелевского лауреата, я думаю, что выражу всеобщее мнение всего чеченского народа. Дел эту Бога. А если вдруг что, знай, ты и так лучший в мире. Об этом знают чеченцы, а значит скоро будет знать весь мир.